Я хочу зачитать открытое письмо главе Римско-католической церкви папе Франциску. Хочу отреагировать на слова главы Римской католической церкви папы Франциска, который сказал: «Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости войск, которые там находятся. Как правило, самые жестокие, пожалуй, те, кто из России, которые не относятся к русской традиции, как, например, чеченцы, буряты и так далее. Я сын чеченца и горжусь тем, что я чеченец. Хочу добавить, что мы уважаем все конфессии и всех людей во всем мире. Как вы знаете, чеченцы воевали с Россией 400 лет. Мы были депортированы из нашей родины, России. Нас убивали и пытали. В ходе последних двух войн, войны Ельцина, начатой в 1994 году, и войны Путина, начатой в 1999 году, было убито более 300 тысяч чеченских мирных жителей. Из них более 40 тысяч детей. Наши города и села были разрушены русскими оккупантами. Треть населения Ичкерии была вынуждена покинуть нашу страну из-за путинского режима. Все наши лидеры погибли в войне с русскими оккупантами, наши герои. Один из них мой отец, который был убит в 2005 году, и его тело не было передано нашей семье. Тысячи чеченцев пропали в этой войне, и тысячи находятся в тюрьмах, потому что они чеченцы. Так Россия убивала чеченцев, и сегодня люди во всем мире называют действия русских оккупантов геноцидом. Моя земля оккупирована, и русские установили диктатуру, контролируемую Путиным и его марионеткой Кадыровым. Все чеченцы живут и пытаются выжить при этом режиме. Нет свободы слова, свободы мнения, и более того, чеченцев продолжают похищать, пытать и убивать. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие правозащитные организации заявляют, что они подтверждают о серьезных нарушениях прав человека по отношению к чеченцам. Сегодня Россия воюет против Украины, а Путин убивает украинцев, как раньше убивал чеченцев. Ничего не изменилось в России за время ее собственной истории. В этой войне против Украины Путин использует другие народы, например, чеченцев, дагестанцев, бурят и других. Российская марионетка Кадыров под давлением отправляет молодых чеченцев воевать в Украину, говоря их отцам и матерям: если вы не отправите сына в Украину, его посадят в тюрьму. Но я уверен и знаю, что чеченцы против этой войны. Это мнение чеченского народа. Я хочу привести один пример, факт. Мир знает, что произошло в Буче, Гостомеле и Ирпене, в украинских городах. Когда российская армия вторглась в Украину в феврале этого года, она попыталась захватить столицу Украины, Киев. Но они были разбиты украинскими силами на подступах к городу. Сразу после этого российская армия начала убивать мирных жителей. Они мстили, показывая настоящее лицо русской армии. Российская пропаганда и средства массовой информации начали рассказывать, что за этими военными преступлениями стоят чеченцы и буряты. Мы называем это демонизацией. Да, русские начали демонизировать чеченцев. Спасибо украинской СБУ, которая выявила только 2 чеченцев из тех 1300 российских солдат, которые находились в Буче, Гостомеле и Ирпене. Украинская СБУ опубликовала список всех с указанием их имен, убивавших мирных жителей Буче, Гостомеля и Ирпене. Я являюсь представителем одного из чеченских батальонов имени шейха Мансура. И правда в том, что много чеченцев воюет в Украине против российских оккупантов. Они борются за нашу свободу, за свободную Ичкерию, за Украину и за все страны Европы. Они воюют против российских оккупантов и террористов. Они борются против российской жестокости в Украине. Мы не хотим, чтобы кто-либо помогал русским демонизировать наш народ. Чеченцы. Мы хотим защитить наш народ и хотим быть свободными от России. Я желаю мира всем людям во всем мире и надеюсь, что европейские страны никогда не увидят войн в будущем.